Итак, за окном 3 июля 2026 года, пятница. И я с большим удовольствием начинаю пятничный, последний выпуск программы «Аспекты Республики» на канале «Аспекты Башкортостан» на этой уходящей неделе, первой неделе, скажем так, второго и летнего месяца июля. Дорогие друзья, я очень рад всех видеть, поэтому я напоминаю, что у нас чат работает, трансляция идет прямая. Давайте делать эту программу вместе. Пишите, что вы думаете по поводу услышанного и не услышанного, а того, что хотели бы, например, услышать в нашей программе. В Башкортостане 9 часов и почти 2 минуты, в Берлине 6 часов 2 минуты, температура воздуха примерно одинаковая и сейчас, и в течение дня. Как я понимаю, синоптики обещают до 24 градусов выше нуля в Уфе, и у нас за окном примерно так же. Просто сейчас здесь прохладнее, всего 14, поскольку время очень раннее. Ну, по крайней мере, раньше, чем в Уфе, где солнце уже находится гораздо выше. Пишите, откуда вы нас смотрите, какая у вас погода, или, может быть, какие вообще, в принципе, виды, впечатления за окном. Как правило, очень интересно бывает сформировать наш эфир, когда мы обсуждаем с вами, где только нас не раскидало выходцев из родного Башкортостана, которым не все равно на судьбу родной республики, которые даже несмотря на то, что по разным причинам уехали, волнуются и переживают, и хотят добра и благополучия своим близким и, в принципе, всему народу Башкортостана. Подчеркиваю, всему народу Башкортостана, даже той ее части, которая находится в глубочайшем заблуждении и сама себе роет могилу вместе с кровавым кремлевским режимом, находясь сегодня во власти или всячески помогая этой власти творить беззаконие, беспредел и совершенно самоубийственные вещи. Поэтому мы рады приветствовать здесь всех, в том числе и временно заблуждающихся наших дорогих земляков. Искандер Махмудов, наш дорогой ведущий, соведущий из Нью-Йорка, доброго утра желает родной республике. Эльвира Кушкильдина, Руслан, Фируза, Вальмир и Башкир Автохтон. Это те, кто уже присоединились к нашей трансляции. Не забывайте, друзья, про лайки. Надо сразу же лайки понаставить, и это сразу же может привлечь дополнительную аудиторию к нашему каналу и конкретно к этой трансляции. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Ну, а у нас есть время собраться. Пока вы собираетесь, новости за день вчерашний по версии медиапроекта «Эхо» я прямо сейчас озвучу. Итак, число погибших в результате российских ударов по Киеву 2 днями ранее выросло до, точнее, предыдущей ночью, все-таки, если быть точным, выросло в итоге до 25 человек, утверждает глава городской военной администрации Тимур Ткаченко. По его словам, на связь не выходят еще 8 человек. Разбор завалов продолжается. Сегодня в Киеве объявлен день траура. 12 человек было ранено при атаке украинских военных на автобус в Лисичанске, утверждает глава так называемой ЛНР Леонид Пасечник. Тем временем Минобороны России объявила, что за 12 часов над российскими регионами и аннексированным Крымом, а также Черным и Азовскими морями было сбито 100 украинских беспилотников. Российское правительство снизило обязательную норму продажи бензина на бирже для крупных нефтяных компаний с 15% до 10%. Решение позволит производителям направлять больше бензина собственным сетям АЗС, но снизит долю топлива, которое можно будет купить независимым трейдерам. По заверениям властей, такой шаг направлен на стабилизацию рынка. Пониженная норма будет действовать до конца сентября текущего года. Первый западный окружной военный суд в Перми приговорил к 7 годам колонии политика и предпринимателя Константина Окунева из-за постов с критикой российского вторжения в Украину. Наказание назначено по статье о призывах к терроризму. Вину Окунев не признал. Ранее из-за публикаций на него составили около 10 административных протоколов.
Москва рассматривает возможность обмена бывшего главы азербайджанской диаспоры Урала Шахина Шехлински, приговоренного к 24 годам колонии, и его сына Мутвалы на россиян, осужденных в Баку, пишет издание Е1 со ссылкой на источники. По их словам, сделка может состояться в августе. В этом году суд в Баку назначил 11 задержанным россиянам от 3 до 4 лет заключения. Суд в Бишкеке вынес приговор 8 обвиняемым по делу о попытке насильственного захвата власти. Среди подсудимых был бывший глава Государственного комитета нацбезопасности страны Кемчебек Ташиев. Его отстранили от власти в феврале этого года после того, как парламент страны получил обращение о проведении внеочередных президентских выборов. Суд назначил всем фигурантам 4 года лишения свободы. Вину подсудимые не признали. Обратите внимание на сроки. 4 года дали в Кыргызстане за попытку насильственного захвата власти. Сколько бы дали в России? Хоккеист Александр Овечкин продлил контракт с Вашингтон Кэпиталс до 2027 года. Форвард стал свободным агентом накануне. Ранее он обещал, что летом примет решение о дальнейшей карьере. Овечкин в прошедшем году стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, обойдя Уэйна Грецки. Сейчас на счету Овечкина 929 заброшенных шайб. Ну а в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике продолжается чемпионат мира по футболу. Лично я продолжаю следить, насколько это возможно. По крайней мере, вот прямо сейчас идет очередная игра. Правда, конечно же, я ее смотреть не буду, потому что мне надо сейчас с вами, дорогие друзья, пообщаться. Да и вообще как-то вот рано утром футбол, наверное, не очень заходит. Тем более сетка выстроена так, что, так скажем, в неудобное для европейцев время играют сборные, которые, чаще всего, точнее, к европейцам не очень имеют отношения. Овечкин слизняк, пишет адвокат Павел Васильев, наверное, имея в виду его политическую позицию, ни вашим, ни нашим, в то же время Путин Тим и прочее, прочее. Согласен в этом смысле. Человеку, который многие годы живет и зарабатывает, и вообще очень популярен в США, наверное, стоило бы лучше разбираться в политике, а может быть, все-таки быть честнее. Возможно, он во всем разбирается, но не готов почему-то сказать, как есть. Есть в этом вопрос и есть в этом проблема. Искандер нам пишет, в английском языке свободный агент будет Уфа. Ага, ну да, точно, интересно. Хайрле ирте барыгызгала, пишет Baby S7. Алмаз Исаев из Казахстана также присоединяется к нашему эфиру и всех приветствует. А Вальмир Акмулинский сообщает, что последние дома снесли на Аксакова ближе к Заки-Валиди. Видимо, имеется в виду старый деревянный фонд. Что там еще оставалось на Аксакова? Угу. Да, представляю. Получается, дальше даже дома девятиэтажки, где ресторан, своя компания, да, то есть совсем уже на Заки-Валиди. Понятно. Застройщики, как говорится, не дремлют. Я тут, пользуясь случаем, отмечу, что есть разные версии, конспирологические в том числе, некоторые из них сходу сложно поверить, по поводу, например, судьбы памятника Салавату Юлаеву. Нам понятно, что, например, режиму, особенно таким, знаете ли, силовому крылу режима, действительно, наверное, невыгодно, чтобы был у башкортов национальный герой, символ, и чтобы его огромный памятник стоял на самом видном месте. И, в общем, да, они могут делать все прямыми или косвенными какими-то своими действиями, чтобы памятник не вернулся. Но якобы есть еще и интерес у застройщиков некоторых, причем не каких-нибудь, а подмосковных, по крайней мере, есть, еще раз подчеркну, такая версия, что не вернув памятник на его законное историческое место, они вроде как планируют изготовить все-таки бронзовую копию, но ее поставить где-то в другом месте. Оригинал памятника, понятно, отправить куда-то в закрома музейные. Вот. А место, где мы знаем нашу любимую знаменитую площадь, застроить жилыми высотками.
Я просто представить себе не могу, что это может быть правдой. Ну, настолько это кажется абсурдным, чуть ли не на уровне того, как принять решение начать войну против Украины. То есть по степени абсурдности такие вещи кажутся просто нереалистичными, просто, ну, я не знаю, за пределами добра и зла находятся как-то вот такого рода версии. Но они вполне, оказывается, в довольно-таки приличных кругах адекватных людей в Уфе и в Башкортостане обсуждаются. Вот. Но у всех более или менее закреплена одна версия, что вот та легенда, которая сейчас строится вокруг состояния исторического памятника Салавату Юлаеву, она якобы сформировалась не просто так. То есть дело не только и не сколько в состоянии исторического памятника Сосланбека Тавасиева. Вот. То есть, дескать, даже несмотря на то, что памятник имеет сложное состояние, тут, наверное, давайте правде в глаза смотреть, дескать, все-таки можно его было бы при большом желании восстановить и вернуть на историческое место. В общем, я поделился версиями, которые поступают, скажем так, от людей, которые неравнодушны и немножечко соображают, поэтому не могу здесь ни подтвердить, ни опровергнуть, просто делюсь. Ну а наш подписчик «Ведомости» пишет, что только что закончилась дроновая и ракетная атака украинская на Белгород. Горит Мичуринская ТЭЦ и завод «Энергомаш». В городе пропало электричество. Малая Токмачка не взята войсками РФ. В этом все стабильно и неплохо. Если верить телеграм-каналу «Радар Башкортостан», то сообщения с утра никакие по поводу атак не поступали. Вот. А накануне тоже были очень противоречивые данные о том, были ли прилеты или нет. Люди какие-то хлопки довольно громкие слышали в северной части города. Спутниковые снимки НАСА в течение длительного времени, в течение вчерашнего дня подтверждали, что есть очаги аномально высоких температур над сразу 3 уфимскими нефтезаводами. Староуфимский, Новоуфимский и Уфа-Нефтехим. Но были ли это последствия прилетов, здесь утверждать однозначно мы не можем. Собственно, об этом в телеграм-канале «Аспектов» вчера была небольшая публикация. Так, я напоминаю, что у нас прямой эфир, поэтому ваши лайки и комментарии в чате очень и очень нужны. Так, цитата от Башкира Тахтона за авторством Альбера Камю, то есть. «Абсурд рождается из столкновения человеческого разума и безрассудного молчания мира». Тут не скажешь ничего лучше, все верно. А Швейцария уже 2 мяча забила Алжиру, хотя Алжир давит постоянно. Ну, что ж... Жалко в этом смысле, что Алжир проигрывает. С другой стороны, по-моему, результат выглядит более-менее закономерно. Окей, двигаемся дальше по нашей сеточке. У нас есть сегодня любопытные сообщения, в том числе, поэтому давайте поговорим. Как пишет издание УФА-1, временного мэра Уфы заменили на старой должности. Витиеватый, конечно, заголовок. Дело в том, что Рустам Шарипов, который сейчас работает временным главой администрации Уфы, вроде как до сих пор долгое время работал главой администрации Хайбулинского района. И можно было бы представить, если он в Уфе временно, то он может вернуться. Ну, сомнительно, конечно, но представить можно было. Однако нет. Решение депутатов муниципалитета Хайбулинского района говорит о том, что новым главой района стал некий Ильмир Кутуев. И у нас даже есть его изображение. Вот. О биографии новоиспеченного руководителя известно немного. Он уроженец Акьяра, административного центра Хайбулинского района, местный человек, выпускник Башкирского государственного аграрного университета, женат, 2 детей. Значит, дальше добавить мне лично нечего. У меня однокурсники из Хайбулинского района были.
Мы с ребятами считали их самыми несчастными нашими одногруппниками, потому что, ну, по крайней мере, в наше время они могли позволить себе съездить к родителям домой раз в полгода. На зимние каникулы и на летние. Потому что дорога на транспорте занимала там, я не знаю, 10 часов, по-моему, если не ошибаюсь. Если жители районов близлежащих или даже находящихся в 200 километрах, вроде меня, могли себе позволить делать это, ну, регулярно, ну, раз в месяц точно, а то и чаще, то вот ребята из Хайбулов, ну, это был один человек, надо сказать, ездил раз в полгода. Вот такой вот большой и труднодоступный Башкортостан. Так, Бирский тракт был закрыт, пишет нам Башкиров Тахтон, видимо, имея в виду, что было накануне. То есть ЧП все-таки имело место быть, да? Посмотрите, вот вчера дыма, так сказать, черного было немного, он был совсем недолго. И как-то власти тоже всю эту историю умолчали, но, видимо, что-то все-таки случилось. У нас, кстати, в нашем инстаграм-аккаунте, где есть отдельная жизнь, движуха, как принято говорить, довольно быстро растет количество подписчиков и обсуждения. Вчера прям возмущались некоторые, что вы тут, значит, пишете околесицу, ничего такого нет, ничего такого не происходит. А когда мы опубликовали фрагмент эфира, где я рассказываю собственную историю о том, что в отношении меня планируют ввести ограничения за неявку в военкомат, ну тут просто-напросто положились. Во-первых, никакой мобилизации нет и быть не может. Во-вторых, ничего сложного сходить в военкомат и сказать, что ты не готов подписывать контракт. Я тут даже не знаю, могу ли я утверждать, что это какие-то боты или это реально такие наши с вами земляки, которые, ну вот, возмущаются тем, что, видите ли, я не сходил. Многие не знают, видимо, даже обстоятельств, где я нахожусь, и, может быть, это совершенно случайные люди. Понятно, что такое может быть, никого не виню. Я даже благодарю каждого, кто комментирует, потому что это помогает продвигать контент. Но было любопытно почитать. Там движ в комментариях все еще продолжается. Так. Ну что ж, с мэрами разобрались, дальше идем. О так называемых выборах в Госдуму мы стали говорить все чаще, и вот появился список партии «Новые люди» из Башкортостана, и он будет возглавлен совершенно странным персонажем, который к Башкортостану не имеет никакого отношения. Это бывший КВНщик Сангаджи Тарбаев. Я не знаю, что за этот человек в плане личностных качеств, но, конечно, когда он занимается такой ерундой, делается вывод о том, что с личностными качествами у него не очень хорошо. Значит, Сангаджи Тарбаев список возглавляет, еще раз подчеркну, из Башкортостана. Вот. На втором месте руководитель регионального отделения «Новых людей» Руслан Давлетшин. Если кто-то знает, кто такой, пожалуйста, дайте знать. Вот. Дальше, значит, есть люди, опять же, ни одного из которых я вообще идентифицировать никак не могу. Дмитрий Вайсброд. Какая немецкая у него фамилия. Директор общества с ограниченной ответственностью «Нова». Вайсброд в переводе с немецкого «белый хлеб», на всякий случай сообщу. Так, дальше. Депутат Горсовета Октябрьского. Он же. Ну, поэтому я его и не знаю, видимо. Также в списке депутат Горсовета Стерлитамака Андрей Касьянов, Ильшат Тимирьянов, некто, который участвовал в выборах главы республики в 2024 году. И дальше еще Тагир Гафаров, Руслан Галикеев, тот же самый Андрей Касьянов, Азат Адельмурзин и Александр Понявин. Вот такой вот великий список у партии «Новые люди», значит, по Башкортостану. Я понимаю, что это все часть политтехнологии, скажем так, от администрации, в данном случае главы республики, совместно с администрацией президента страны. Вот. Но при этом удивительным образом остается опция прокатить ядро, проголосовав, например, за этих вот перечисленных выше дармоедов из «Новых людей». Понятно, что новые люди к этой победе условной не готовы, и они ее не хотят, они ее не планируют. Вот. И они даже не то чтобы к победе не готовы, они даже много набрать не готовы. У них даже, наверное, кандидатов готовых, которые могут депутатские кресла занять, не наберется достаточное количество.
Но в бюллетене они присутствовать будут, вот, и партии и власти все-таки они формально не являются. Поэтому можно, например, сосредоточиться на том, чтобы их поддержать. Я думаю, что ближе к делу еще будут стратегии озвучиваться, но мне кажется, до сих пор остается смысл пойти и что-нибудь такое попытаться замутить на этих выборах. Так, ведомости пишут: представляете, как всех КВНщиков в мире вдохновил пример Владимира Зеленского. Теперь многие из них мнят себя будущими политиками и руководителями держав. Ну, в нормальных странах это, в принципе, вполне разумно и логично. У нас, например, Максим Галкин, хоть и не КВНщик, но вполне мог бы рассчитывать и на поддержку, и на реальную работу. Вальмир Акмулинский пишет про Эльвиру Аиткулову, что идет под 2-м номером в Госдуму. Это наша, так сказать, депутатка, с позволения сказать. Ну, что ж поделать. Отдельно, конечно, горько смотреть за трансформациями такого рода людей, которые, в принципе, умны, образованные, имеют широкий кругозор, прекрасную речь, в конце концов, и за плечами имеют опыт какой-никакой журналистской работы, пусть и пропагандистской. И, мне кажется, должны, в принципе, соображать, по большому счету, где добро, а где зло, но упорно продолжают делать карьеру, невзирая на все «но». Так, кто знает, как игнорить так называемые выборы? Я вот предлагаю все-таки не игнорить. Я, видите, говорю, что надо идти и пытаться показать фигу любым возможным способом. Понятно, что нормальных кандидатов, реально независимых и оппозиционных, и там не будет. Вот. Но до сих пор есть, например, опция, что, может быть, будет партия «Яблоко», которая прямую антивоенную позицию занимает. Я сильно сомневаюсь, что ее допустят, в конце концов. Что-нибудь придумают, но все-таки. Ну, да не «Яблоко», так вот эти вот клоуны из новых людей могут получить голоса. Хотя в Башкортостане, конечно, это все совсем бессмысленно, поскольку у нас фальсификации поставлены на широкую ногу и очень давно. Ну, как-то вот я продолжаю считать, что пользоваться этим странным, но все-таки способом можно и нужно. Я имею в виду участием в выборах. Так, я бы с кайфом хоть Галустяна предложил, пишет нам один из зрителей, лишь бы не из той клоаки. Харламов был бы точно норм. Ну вот, предлагайте, как говорится, свои версии. Но не забывайте, что по большому счету мы хотим иметь парламентскую республику. Я не знаю, сейчас мы даже не уточняем, где именно. Вот. Но республика любая, адекватная, должна быть именно парламентской. Поэтому могут в этом парламенте присутствовать и, значит, Галустян, и Харламов, и кто угодно еще. У нас, кстати, есть и свои ребята, которые постепенно о себе заявляют на, скажем, широкую аудиторию. Вот. Ну, а мы дальше идем. Выборы обсудили и скажем о том, что власти Республики Башкортостан идут в ногу со временем, знаете ли, буквально не отстают от населения. И закупают VPN за 27 миллионов 500 тысяч рублей. Вот так вот. Сюрприз или нет? Значит, на торговой площадке, на электронных торгах будет соответствующий контракт, он уже есть. Власти ищут поставщика оборудования для шифрования закрытой правительственной сети. Это вот так называется. Заявки уже приняты, торги стартуют в полдень, писали они накануне. Судя по всему, торги даже состоялись. Значит, дальше автор публикации поясняет, что речь идет о специальных устройствах, которые шифруют трафик между узлами защищенной сети, проще говоря, о VPN. Будет ли данный VPN обеспечивать доступ к цензурным ограничениям, к Ютубу, например, к Инстаграму запрещенному и так далее? Публикация умалчивает, но что-то мне подсказывает, что да. Чиновники для себя уже стали делать отдельные элитные доступы к внешнему миру, как это у нас было принято многие десятилетия, например, при советской власти.
Формально все были равны, имели равные возможности, но некоторые люди все-таки были равнее, имея доступ к отдельной медицине, к отдельной связи, к отдельному снабжению, например, продуктами питания. Вот так вот. Так, вижу тут спор по поводу Владимира Зеленского. Это что за у нас тут за такое? Вообще, мне кажется, я повторю свою 100 раз озвученную мысль. Мы, россияне в целом, любые, даже антивоенные, я уже не говорю про Z-патриотов, не имеем никакого морального права обсуждать внутренние проблемы Украины. Мы можем лишь, поникнув взглядом в пол, каяться и просить прощения за то, что сделала от нашего имени наша преступная власть. Вот. Можем переживать, волноваться, глядя какие-то коррупционные истории, но критиковать, тем более публично, у нас нет никакого морального права. Поэтому давайте, друзья, не будем спорить на эту тему. Я, как говорится, могу понять дискуссии вокруг Абирова, даже Путина лично, если хотите, но точно никак не Владимира Александровича. Ну, а мы дальше идем. И тут, знаете, что любопытно. Я вчера обнаружил, я не знаю, то ли это благодаря или из-за нашей работы, но когда открываешь сайт Башинформ, совсем с недавних пор, давайте я прямо сейчас попробую его открыть, вылазит сообщение. Башинформ недоступен. Владелец сайта запретил доступ из вашей сети. Почему это могло произойти? И дальше там у вас включен VPN и прочее колесица. То есть главный республиканский информационный ресурс, предназначенный для, в общем-то, пропаганды, как вовнутрь, так и вовне, почему-то решили оградить от зарубежного интернета. Ясно, что это никак не защитит от посещения данного сайта нами. Мы все равно можем его посетить, если очень надо. Но, мягко говоря, странным это решение выглядит. Большой привет коллегам, так сказать, из Башинформа. Мы не можем обходить публикации данного проекта, данного информагентства, прости господи, поэтому будем это делать и дальше. Вот. Как обычно, к середине эфира подтягиваются у нас люди, и самые разные. И вот тут рассуждают на тему того, чем является Башкортостан, часть России или нет. Сегодня да, а завтра посмотрим. Вот, в общем, ладно, давайте к новостям, которые я обещал из Башинформа. Заголовок, просто зацените. Башкирский фильм «Засуха» получил оценку Никиты Михалкова. Какую оценку? Непонятно, но получил. Вдруг Михалков раскритиковал в пух и прах. Об этом история умалчивает. Знаете ли, Никита Сергеевич может раскритиковать очень даже серьезно. Мы это знаем из его многолетнего творчества и даже последних выступлений в его авторской программе. Так вот, что за вообще фильм и где это все произошло? Короткометражный фильм «Засуха» на башкирском языке, снятый по заказу Талхи Гиниатуллина, удостоился оценки от Михалкова, причем высокой. Все-таки уточняют в Башинформе. Значит, об этом сообщил вице-премьер правительства Урал Кельсенбаев. На церемонии вручения дипломов... А где дипломы вручали, опять же? Что такое? Как вообще люди пишут тексты? На церемонии вручения дипломов выпускницу Академии кинематографического и театрального искусства Михалкова Фарзану Утарбаеву Михалков, соответственно, поздравил и назвал замечательной. Вот, теперь понятно. Нашли. Лента «Засуха» создана при поддержке киностудии «Башкортостан» имени Оскара Амира, конечно, не Оскара, прошу прощения, Абдразакова. Над фильмом работала команда режиссер Фарзана Утарбаева и продюсер Алсу Абдуллина.
В главной роли народная артистка России Тансулпан Бабичева. Вот так вот. И дальше целый список актеров. Съемки прошли в апреле текущего года в деревне Узбяково Гафурийского района. Атмосферные пейзажи стали важной частью истории. Любопытно. Хотелось бы даже взглянуть. Возможно, даже в этой работе и пропаганда отсутствует. Не знаю. Может быть, присутствует. В общем, заранее ярлыки развешивать не хотелось бы. Так. КВНщик нагнул КГБшника, пишет нам Алмаз Исаев, продолжая дискуссию, начатую в нашем чате. Так. Ошибкой было думать только не Майдан, а вы что, революции хотите, лишь бы не было войны. Население России так думает, да, вы пишете. Так, ну, не всегда сходу понимаю мысли и посылы, которые вы озвучиваете в сообщениях. Ну, окей, это эфир прямой, поэтому порой быстро не разберешься. Вот, чем короче и лаконичнее, на самом деле, тем, конечно, проще. Башкирия – часть тюркского мира, пишет Алмаз. Тогда, Алмаз, пишите правильно, Башкортостан. И обратите внимание, что мы у себя предпочитаем называть республику исключительно в правильном виде, в правильном написании и озвучивании. Вот. Дальше. Значит, ну вот, выборы так называемые в Башинформе упоминают. Я особо останавливаться на интервью так называемой депутатки не буду, но скажу, что если кто не в курсе, последние 5 лет Башкортостан в Госдуме представляла в том числе некая Ирина Панькина, которая никакого отношения к республике не имела. Молодая, симпатичная девушка, что-то там делала. И вот к концу 5-го года работы, так сказать, дала интервью Башинформу, видимо, чтобы как-то, формально отметиться в своем отношении и в своей причастности к Башкортостану. Эти парашютисты, которые сверху втюхиваются регионом, кстати, Тарбаев, сегодня упомянутый выше, такой же парашютист, это все часть нынешней политической системы, признак этой системы, который говорит о том, что у субъектов федерации никаких прав в этой федерации не осталось. Им втюхают такого депутата, какого посчитают нужным. Соответственно, конечно же, это является перекосом и тем, с чем необходимо бороться, так скажем. Ну а Ради Хабиров продолжает свою публичную пиар-активность. И в рамках этой деятельности он стал гостем подкаста Министерства образования и науки Российской Федерации под названием «Высший пилотаж». Представьте себе, значит, насколько это может быть важным. Я, конечно же, иронизирую. В ходе беседы в этом подкасте руководитель региона поделился подходом к взаимодействию с университетами и рассказал о развитии высшего образования, пишет Башинформ. В рамках выпуска Хабиров отметил, что рассматривает отношения с вузами как партнерские, требующие постоянной работы и внимания. Ну, знаете ли, старожилы, которые помнят, как нагибали БГУ во время объединения с УГАТУ, не согласились бы с этим утверждением по поводу партнерских отношений. Сопротивление было довольно-таки значительным, не все были готовы к этому объединению и, по сути, исчезновению зарекомендовавших себя десятилетиями вузов, как отдельно УГАТУ, так и БГУ, соответственно. Ну и дальше тут информация о том, что это за подкаст такой, для чего и для кого он нужен. По большому счету, есть большие сомнения о его необходимости. Ну а теперь, друзья, перейдем к самому главному. Не только за сегодня, но и, мне кажется, за долгое продолжительное время. Значит, сейчас поговорим о непростом вопросе, прям-таки сложнейшем вопросе с разных точек зрения. Ну, для нас, конечно же, это является очень актуальным. Для начала озвучу. Вот есть такой телеграм-канал «Республика Юрто». Ну, могу сказать, что многое, что он делает, лично у меня откликается.
Сейчас я просто его беру публикацию, потому что она удобна для прочтения. Здесь информация дается на русском языке. Но фактически информация, которая здесь отражена, изначально озвучена в телеграм-канале под названием БКХ. Я надеюсь, что кто-то из вас даже слышал о таком телеграм-канале. А на самом деле БКХ значит «без кора холок». И опять же, аудитория аспектов должна прекрасно знать, что этот лозунг, сегодня это уже лозунг, возник из уголовного дела нашего активиста Фаиля Алсынова, которого в январе 2024 года осудили на 4 года колонии. В результате этого было начало баймакского дела. То есть люди, вышедшие на его защиту в январе 2024 года в Баймаке и Уфе, в итоге получили уголовные дела, и мы об этом деле, конечно же, говорим вот уже 3 года почти. Так вот, «Без кора халак» — телеграм-канал, который ведется на башкирском языке, и там сообщаются любопытные новости. Ну вот, например, авторы этого канала сообщили, что избили эксперта, который делает свои экспертизы по заказу МВД, но не просто, а фабрикует дела против башкортов. Речь идет об избиении кандидата филологических наук Айнура Хужахметова, как мы понимаем, этнического башкира, преподавателя Уфимского университета науки и технологий, который мы только что упоминали. Именно Хужахметов подготовил знаменитое заключение по делу Фаиля Алсынова, в котором фраза «кора халак» стала уничижительной, оскорбительной и легла в основу уголовного дела Фаиля. Хужахметов также давал заключение по делу о запрете организации «Башкорт» еще в 2020 году, а также давал заключение по ряду дел против башкирских активистов, включая кармаскалинское дело. Кстати, возможно, он же причастен к заключениям по делам Айрата Дильмухаметова. И послужной список я тут не утверждаю, я сам не вспомню, а здесь не написано, но, скорее всего, так оно и есть. То есть это такой типичный представитель башкорта, которых мы называем, если совсем культурно, манкуртами, носителями имперского мышления, ну, по большому счету, людей, которых можно идентифицировать как позор башкирского народа. Тут я выражаю собственное мнение как человека и гражданина, прежде всего. Прежде чем дальше продолжим, давайте посмотрим небольшой ролик, взятый из данного телеграм-канала. Я сразу подчеркну, для меня вообще существование этого канала и людей, которые за ним стоят, стало открытием, которое вот произошло буквально в последние дни. Ну, давайте опять же посмотрим, а дальше уже обсудим более подробно. Ой, друзья, простите. Пока мы с вами смотрим другие активности ребят из данного сообщества. Помимо избиения Хужахметова, они еще провели акции, такие как облитие краской бюста Сталину, который, как я понимаю, был поставлен в деревне Амирово Буздякского района. И здесь же вот на этом видео вы смогли видеть пожар или как поджог автомобиля судьи, которая выносила как раз-таки решение против башкортов. Получается, что вот эти вот акции возмездия и устрашения, они являются, судя по всему, опять же, я должен каждый раз оговариваться, у меня 100% подтверждений нет. И все эти акции устрашения являются звеньями одной цепи и закономерной, скажем так, реакцией на те репрессии и подавления, которые происходили и продолжают происходить в отношении Башкортостана в целом и народа башкортов в частности. Тут, опять же, примеры приводить даже не стоит, мы их только что привели. Это дела Дильмухаметова, Алсынова, той же Рамили Саитова, если хотите, Баймакское дело и так далее, и так далее. Значит, я на самом деле анонсировал вот какое видео, оно будет со звуком, поэтому сейчас я замолкаю и послушайте. Здесь речь про, собственно, Хужахметова и физическое на него воздействие, назовем это так.
Ну ладно, к 2 часам, ну, постараюсь, как только вот 12 меня выпишут, я хотя бы вещи, это, как говорится, домой заброшу. Там, конечно, я же еще в корсете хожу, доковыляю. Очень сложные чувства, конечно, я испытываю в этой ситуации. Кстати, я не знаю точно, вот что это за фрагмент разговора. Ну, возможно, ребята как-то с ним записали разговор, чтобы показать, что вот он действительно пострадал. Подтвердить или опровергнуть достоверность сведений невозможно. Можно ли сказать 100% поддержку, да, выразить тому, что делают эти ребята? Вы знаете, скрипя сердце, ну да. Казалось бы, самосуд – это как бы не наш путь. Ну, я так привык считать и говорить. Жестокость порождает жестокость. Но ведь это можно адресовать, опять же, тем, кто изначально все это начал. Да, как говорится. Вроде бы, надо другие методы использовать. Вот то, что сейчас в ролике с избиением было, ну, мягко говоря, не выглядит цивилизованным и разумным. Не выглядит, действительно не выглядит. Ну, а с другой стороны, ну вот каким образом люди могут давать понять вот этим вот так называемым верным башкирцам, что они идут неверной дорогой, назовем это так. Других способов на сегодняшний день на них повлиять нет. Кто-то скажет, нужно ли влиять, не нужно ли влиять. Можно на эту тему тоже, наверное, дискутировать и спорить. Вот, друзья, поэтому пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете, какие эмоции вы испытываете, глядя вот на то, что сейчас видели и услышали. Для меня, конечно, поразительно, что на сегодняшний день в условиях выжженного поля кто-то может себе позволить, может быть, не массово, но объединяться в какие-то вот такие вот небольшие ячейки и совершать акты прямого возмездия и прямого действия. Никогда бы не подумал, что смогу с неким удовлетворением говорить об этом. Но опять-таки, глядишь, таким образом кто-то из этих наших с вами внутренних, скажем так, манкуртов задумается в конце концов и перестанет вести себя таким образом. Работать публично, осознанно и последовательно против собственного народа и в пользу кровавого режима. В общем, вот как-то так. Я, опять же, видите, теряюсь в догадках, но я, по-моему, сказал четко и конкретно, что по большому-то счету, ну, не одобрить вот такие действия, ну, невозможно. Ну, вот памятник Сталину, да, ну, конечно же, он заслуживает именно такого отношения. Вот, и все те, кто его установили. Вот. Судьи, которые выносят заведомо неправосудные и преступные решения, ну, в общем, тоже как бы оправдания им никакого нет. Вот. Этот самый товарищ, который физически пострадал, ну, не знаю, вот, конечно, опять же, и вот, конечно, следовало бы как-то вразумить, да, ну, стоило ли избивать? Ну, не мне, конечно, решать. Опять же, те, кто это делают, разумеется, находятся в зоне риска. Я надеюсь, что они всячески все это дело продумывают. Но я, пользуясь, как говорится, случаем, все-таки призываю делать это более тонко и цивилизованно, дорогие друзья. Ну, можно людям давать понять, не причиняя физического урона и не причиняя риска для жизни, в конце концов. То есть, понимаете, да, иногда такие намеки делаются конкретные, да, прозрачные, как говорится, что человек осознает все и без того, что, значит, ему приходится носить корсет. При том, что, конечно, этого конкретного персонажа, ну не жалко вроде бы, да, ну, конечно, заслужил.
но не таким образом. Пусть живет, как говорится, до тех лучших времен, когда в нормальном, справедливом, открытом судебном процессе будет отвечать за собственные поступки. Может быть, опять же, и с этим утверждением кто-то из вас не согласится. Вы видите, это очень сложно. Но если все-таки брать за основу, что нам с жестокостью, с насилием не по пути, а мы все-таки декларируем это. Именно поэтому мы осуждаем Кремль, мы против войны. Так вот, если нам с этим не по пути, то инструменты воздействия и влияния, наверное, стоит выбирать другие. Не берусь утверждать, что я сейчас абсолютно убежден в этой позиции. Давайте, как говорится, обсуждать. Помогите, помогите, дорогие друзья, определиться. Назову это так. Против лома нет приема, если нет другого лома, пишет Белая Медведиха. Действие равно противодействию. Суть третьего закона Ньютона. Башкиров Тахтон пишет. Афарин шәп булган акыл карер, пишет Бебей. Ну, акыл, как говорится, не знаю, не уверен. Горбатова могилу исправит, говорят. А вдруг он вот один из таких заблудших, знаете ли, как говорится, сыновей своего народа, который может вполне себе одуматься. Хотя, конечно, наказание нести нужно. Так. Что тут за какого-то гуфа, рэпера, что ли, вспоминаете? Я не знаю, о чем идет речь. В общем, вот, такая вот у нас была новость под занавес. Я маленечко даже, видите, растерялся, потому что, действительно очень сложно. Но, опять же, добавлю, что, учитывая все обстоятельства, наверное, надо сказать следующее. Появление такого рода, если хотите, организации, это закономерный исход, закономерное следствие того, что делает власть и режим в целом. Тут вот в этом смысле у меня нет никаких двойных толкований, все однозначно. Дальше будет больше. И это не я к этому призываю, не я там это поддерживаю или еще кто-то. Это просто естественный закономерный процесс. Как и количество тех, кто относится критически и категорично к будущему в составе единой страны, тоже увеличивается. И это не под нашим каким-то влиянием, тем более моим лично, кто я такой. Это просто естественная череда событий. Уничтожение нашего народа на войне, закручивание гаек, репрессии, отсутствие экономической и политической свободы. Это все приводит к тем последствиям, о которых мы сейчас говорили. И пусть потом не обижаются те, кто считают, что это неверный подход. Вот, по-моему, Абдуллин, да, у нас в чате пишет, что он за Единую Россию. Ну, окей, я тоже был за Единую Россию год назад. Вот. Но, опять же, в какой-то момент времени и до меня дошло, и до вас дойдет, видимо, и до людей доходит. И это не люди в этом виноваты, что до них доходит, а виновата противоположная сторона, которая доводит нас до этих умозаключений. Вот как-то так. На этой тревожной ноте будем закругляться. Я благодарю всех. Пожалуйста, пролайкайте этот эфир, прокомментируйте его. Это для нас очень и очень важно, дорогие друзья. Спасибо. На этой неделе мы с вами были молодцы, я считаю. И интервью у нас вышло, наконец, несмотря на сложности последнего времени. И вас было много в стримах, и после стримов. Прям отлично. Мотивация потрясающая. Продолжать работать и улучшать работу. У нас формируется список гостей для интервью. Он небольшой, но довольно-таки яркий. Поэтому следите за анонсами. Я желаю всем успехов. Будьте бдительны и увидимся с вами уже в начале следующей недели. Хау балагас дустар. Всем пока.